Здравствуйте. Чуть больше 2 недель остается до выборов президента России. Подготовительный процесс вышел на финишную прямую. Причем в отдаленных, труднодоступных районах голосование уже началось. В частности, в зоне СВО бойцы из Башкортостана уже присоединились к выборам. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». И у нас в студии Марат Гадилов, заместитель председателя Центра избиркома Башкортостана. Марат Венерович, рады видеть вас на нашей телекомпании. Ну вот первая информация уже прозвучала о том, что наши бойцы в зоне СВО начали голосовать. Как это происходит? Здравствуйте. Действительно, начиная с 27 февраля по 3 марта во всех 4 новых субъектах Российской Федерации организовано досрочное голосование. Ну, это связано, конечно же, с режимом работы в этих новых субъектах в связи с тем, что там проводится специальная военная операция. И Центральной избирательной комиссии Российской Федерации было такое принято решение, чтобы обеспечить возможность проголосовать для всех жителей, для всех людей, которые находятся в этих 4 субъектах. Да, наши бойцы и бойцы из других регионов имеют возможность проголосовать, даже находясь там, в непосредственной близости от боевых действий. Избирательными комиссиями новых субъектов организованы избирательные участки непосредственно в воинских частях, к которым относятся ребята. Кроме того, бойцы смогут проголосовать и на обычных участках, которые расположены в крупных городах и населенных пунктах этих новых субъектов. То есть я думаю, что и в госпиталь передвижная команда может Само собой. доехать. Там много очень возможностей для того, чтобы проголосовать. Можно проголосовать на дому, когда к вам приедут члены комиссии. Можно проголосовать на избирательном участке. Можно проголосовать на какой-то территории или в помещении, которое пригодно для голосования. То есть те формы, которые применялись у нас во время общероссийского голосования, при голосовании за поправки в Конституцию, они применяются на территории этих новых субъектов. На 17 февраля был запущен проект «Информ-УИК», и вот неделю назад ваши коллеги, вы сообщали о том, что обошли 25% домовладений. Как ситуация сегодня? На сегодняшний день мы подбираемся к максимальному охвату избирателей в Республике Башкортостан. Если говорить про информацию в целом по России, вчера на заседании Центральной избирательной комиссии России эта информация была озвучена, то практически 70,7% всех домохозяйств на территории России обошли обходчики во всех субъектах, на всей территории Российской Федерации. При этом более 53 миллионов наших граждан, наших избирателей приняли участие в этих разговорах. То есть смогли получить необходимую информацию, смогли сообщить необходимые данные членам участковых избирательных комиссий. Если говорить про Республику Башкортостан, то мы, являясь достаточно крупным субъектом как по числу избирателей, так и по числу участковых избирательных комиссий, тоже идем примерно в этом же строю. На сегодняшний день 74% домовладений наши обходчики уже обошли. Состоялись беседы с более чем 1 800 000 избирателей. При этом обходчики, члены участковых избирательных комиссий доводят до избирателей информацию о способах голосования, о месте голосования, каким образом они могут реализовать свое конституционное право. Вот несмотря на то, что уже такой большой процент тех, кто знает, вот коротко, если можно, еще раз для тех, кто, может быть, впервые слышит о проекте «Информ-УИК». Что это значит? Да, проект «Информ-УИК» – это федеральный проект, который начался с 17 февраля, продлится он по 7 марта. В рамках этого проекта члены участковых избирательных комиссий в пределах своих полномочий будут проводить подомовые и проводят подомовые поквартирные обходы избирателей. Цель – проинформировать избирателей о всех способах, возможностях для голосования, донести до всех информацию о том, когда, в какие дни, каким образом можно проголосовать. При этом наши коллеги вручают буклет с подробной информацией, отдельный буклет с информацией о всех кандидатах, которые выдвинуты в качестве кандидатов на выборах президента Российской Федерации. То есть это та информация, которую мы в силу закона обязаны доводить до наших избирателей. Ну вот на неделе были напечатаны бюллетени. Скажите, пожалуйста, вот как их проверить на неподлинность? Бюллетень традиционно имеет такую очень серьезную степень защиты. Ну, во-первых, это
нестандартный размер. Ну, он, конечно же, не является степенью защиты, но это не формат А4 или А3, который традиционно, так скажем, у нас имеется и в продаже, и где угодно. Во-первых. Во-вторых, на лицевую сторону обычного бюллетеня нанесена тангирная сетка зеленого цвета. Она выполняется типографским способом. Ее кустарным образом изготовить крайне проблематично, если я бы не сказал, невозможно. Кроме этого, в правом верхнем углу наклеивается специальная защитная марка. Она имеет сама по себе несколько степеней защиты. Она изготавливается на госзнаке. Помимо этого, каждый бюллетень заверяется печатью участковой избирательной комиссии, где указан номер, и заверяется подписью двумя подписями двух членов участковой избирательной комиссии. То есть очень много степеней защиты, которые достоверно позволят определить, бюллетень этой участковой комиссии находится в ящике для голосования, или же это какой-то бюллетень неустановленного образца. Марат Венерович, давайте еще раз поговорим о тех, кто может проголосовать на дому. Вот сегодня коллеги рассказывали о том, что в одном из районов есть жительница, которой 105 лет, и то есть вот у нее тоже поинтересовались, пойдет ли она на выборы. Она говорит, я уже договорилась, ко мне придут. Кому могут прийти? Эта форма голосования у нас активно применяется. Она применяется в отношении граждан пожилого возраста, граждан, имеющих ограниченные физические возможности, для тех наших избирателей, которые вынуждены ухаживать за больными или за малолетними детьми. Кроме того, могут быть признаны уважительными и другие причины, на самом деле, когда действительно человек не может явиться на избирательный участок и приглашают избирательную комиссию посетить его в дни голосования. Вот в рамках проекта «Информ-УИК» мы в то же время выясняем и тех граждан, которые хотели бы проголосовать на дому предварительно, чтобы потом сконструировать работу членов участковых комиссий таким образом, чтобы они смогли выполнить полностью все свои обязательства перед избирателями. И вот на вчерашний день у нас уже порядка 85 тысяч жителей республики изъявили такое желание проголосовать на дому. Это пожилые, прежде всего? Не обязательно, не обязательно. Молодые мамы, статистика? которые, Понятно. Да, конечно же, больше это пожилые, к которым трудно добраться, тем более сейчас гололед, сейчас погодные условия. Хотя, в принципе, мы прикладываем все усилия и просим власти, чтобы они оказали содействие в доставке избирателей, выделяли автобусы, транспорт какой-то. Но вместе с тем и эта форма, она тоже приветствуется. Если вдруг в день выборов, когда человек запланировал свой визит на избирательный участок, у него там форс-мажор, он уезжает, как ему можно поступить? Да, об этом надо знать заранее. То есть если человек знает, что в дни голосования он будет находиться вне места своего жительства, он уезжает в командировку, к родственникам, на учебу, по любой другой причине, неважно какая причина, он может подать заявление о голосовании по месту нахождения. То есть я уезжаю в Мурманск 15 марта, я понимаю, что я буду находиться по такому-то адресу, и я должен буду написать заявление. Заявление можно подать через портал государственных услуг, можно написать через МФЦ, можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию. Но есть еще программа «Мобильный избиратель», ей тоже можно воспользоваться. А это как раз таки о ней речь и идет. Да, то есть человек, он подает через... Эта система «Мобильный избиратель», она обобщающая именно для того, чтобы человек мог проголосовать не по месту своего жительства. То есть, как я уже сказал, госуслуги, МФЦ, любая территориальная избирательная комиссия. А с 6 марта у нас начнется прием заявлений и в любой участковой избирательной комиссии. И вплоть до 11 марта такое заявление можно подать. И, соответственно, потом вы будете голосовать уже по тому адресу, где будете находиться. Как вы думаете, мне кажется, много запросов, можно ли проголосовать онлайн? Когда такая возможность может появиться? Вопросы применения дистанционного электронного голосования в республике сейчас как раз обсуждаются. На самом деле это достаточно такая серьезная история. Она внедряется постепенно, начиная с, если мне не изменяет память, с 2019 года в нашей стране. И в каждый единый день голосования в регионах проходят разные выборы. И вот потихонечку у нас к сегодняшнему дню набралось 29 регионов, которые уже применяли дистанционное электронное голосование в ходе предыдущих выборов. Центральной избирательной комиссией России было принято решение, что на выборах президента эта технология не будет распространяться на всю Россию, а привлекут только тех, кто уже опытно принимали участие в реализации дистанционного электронного голосования.
Мы, Республика Башкортостан, в этом не участвовали, но по ряду причин, конечно же. Во-первых, это достаточно сложная конструкция наших выборных органов, которые как бы, не то чтобы с трудностями, мы пока не понимаем, каким образом можно было это реализовать. Хотя, в принципе, на сегодняшний день уже соответствующие рецепты есть. Поэтому я думаю, что в ближайшее время и скоро мы обязательно увидим и на территории республики возможность проголосовать дистанционно. Какая работа сейчас идет на участках? Подготовка, видеонаблюдение? Да, сейчас участки полным ходом готовятся к приему избирателей в дни голосования. Мы же знаем, начиная с 15 числа, 15, 16 и 17 марта проводится голосование в помещениях для голосования. Сейчас проводится инвентаризация всего технологического оборудования, ящиков для голосования, компьютерной техники, кабинок для голосования. Проходит обучение члены участковых избирательных комиссий. Мы тоже непосредственное участие в этом обучении принимаем. Получают необходимые канцелярские материалы, получают необходимую продукцию, печатную. Очень большой широкий такой список номенклатурной продукции, которой должна быть обеспечена участковая избирательная комиссия. До дня выборов мы с вами еще непременно встретимся, потому что действительно информация на сегодняшний день самая главная. Вот ЦИК, основная цель работы сегодняшнего дня. Основная цель работы сегодняшнего дня – подойти к 15 марта, чтобы в 8 утра все участковые избирательные комиссии распахнули свои двери, и чтобы любой избиратель, который придет на избирательный участок или захочет проголосовать на дому, имел такую возможность. Сегодня мы завершаем изготовление избирательных бюллетеней. Со следующей недели они уже будут доставляться в наши территории. Также будут доставляться специальные марки для размещения их на бюллетеней. Будет проводиться подсчет, сортировка этих бланков бюллетеней и передача в определенный день их уже в участковой избирательной комиссии, чтобы они были готовы к голосованию. Все в штатном режиме? Все идет в штатном режиме, в напряженном, но штатном режиме. Марат Венерович, спасибо огромное, дорогие друзья. Марат Гадилов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, был участником программы «Интервью». Оставайтесь на БСТ. Увидимся.